нужны. Что там внутри? Но не совсем. Смотрите, вот нам... Да, правильно, там топливо. Там находится и только не топливо по типу там бензина или чем мы пользуемся здесь на Земле, там находится газ, азот. И мы им пользуемся для того, чтобы наш космический корабль разворачивать, а также он нам еще одну вспомогательную задачу делает. Он помогает внутри космического корабля атмосферу специальную выстраивать, чтобы космонавт себя комфортно чувствовал. А хотите посмотреть, что у нас внутри спускаемого аппарата находится? Да, идем к вон тому большому железному шарику. Правда, кстати, полетать не получится, но место довольно удобное, сел, посидел, слетал в космос и вернулся обратно. Смотрите, вот эту оранжевую ткань, видите? Как вот? Да, правильно, это парашют. Когда у нас Гагарин возвращался не внутри вот этого спускаемого аппарата, он на высоте примерно 7 километров катапультировался прямо вот в этом кресле. То есть приземлялся отдельно от космического аппарата, для того, чтобы с космонавтом у нас ничего не случилось. У нас тогда не было двигателей специальных, которые могли бы затормозить наш космический корабль. Технологий тогда не хватало и времени, чтобы успеть все сделать. Поэтому придумали так, чтобы отдельно друг от друга не приземлялись. Здесь парашют космонавта, а вот здесь вот сбоку парашют самого спускаемого аппарата. Вот. Вот здесь вот, если мы уже заглянули, увидели, вот там вот у нас находится иллюминатор, через который космонавт наблюдал, где он находится в данный момент на нашей планете. А вот здесь вот пульт управления. Тоже, видите, маленький глобус у нас здесь находится, где он как раз посмотрел, где он сейчас находится. Давайте вот сюда чуть-чуть пойдем. Вот сюда. Сколько хотите? 108 минут. Да, 1 час 48 минут. Это довольно мало. За это время он успел один раз облететь на нашу планету. Вот она наша ракета. Кто помнит, как называется? Восток. Да, правильно. Вот ракета Восток, космический корабль Восток-1. Вот у нас наши морковки. Отсоединились первая ступень. Это был такой защитный колпачок, обтекатель. Вторая ступень. И третья ступень. Остается, да, только космический корабль. Да, да, правильно. Вот он сделал один оборот вокруг нашей планеты. Стартовал он, как я уже говорила, с космодрома Байконур, а вернулся в деревню Смеловка, Свердловской области. Так, вот, видите, практически ровный круг описал. Мы сейчас подойдем в еще одно место, посмотрим, над какими странами он пролетал. Смотрите, тут он включает тормозной двигатель. Объясню, зачем он нужен. Для того, чтобы мы смогли полететь в космос, нам нужно набрать очень-очень большую скорость. Для того, чтобы преодолеть силу земного притяжения. Вот если мы с вами подпрыгнем, мы всегда приземлимся, потому что мы эту силу притяжения сами по себе преодолеть не можем. Мы прыгаем, и наша планета нас всегда притягивает. Поэтому мы разгоняем ракету и космический корабль до очень большой скорости. Она называется первая космическая, чуть-чуть попозже про нее расскажу. Вот. Если скорость на орбите становится чуть меньше первой космической, то планета снова нас притягивает. И мы этим пользуемся, когда возвращаемся обратно. Тормозим космический корабль чуть-чуть, скорость становится меньше первой космической, и планета нас притягивает обратно. И нам не нужна ракета для того, чтобы вернуться обратно на Землю. И вот увидели, космонавт приземлился на своем парашюте и спускаемый аппарат отдельно на своем. И я предлагаю нам сейчас с вами подойти к вон тому большой космической скорости. Первая космическая скорость у нас равна примерно 8 километрам в секунду. Представляете, 8 километров в секунду. Чтобы понять, насколько это быстро, приведу пример. Вот 8 километров мы с вами пешком можем пройти примерно за 1,5 часа. На машине эти 8 километров мы проедем примерно за 10 минут. А ракета это расстояние преодолевает за 1 секунду. То есть хлопнули в ладоши, она уже на 8 километров от нас улетела. Расстояние довольно большое. Вот ракета, хлопнули, она сразу. Да, тебе еще 1,5 часа до нее топать. Представляешь, насколько быстро? Вот, и эта скорость нам нужна для того, чтобы преодолеть земное притяжение и выйти на орбиту нашей планеты. Давайте пойдем за Гагарином, посмотрим, где у нас только шарик. А как вы думаете, а почему он горит? Потому что он сейчас приземляется. Он через атмосферу нашей планеты проходит, и из-за этого горит. Но с космонавтом ничего не случается, потому что космический корабль покрывает. Да, видишь, вот тут. Оп, все, закончилось. Ну, давайте еще больше сюда подойдем.
волновался или нет? Он когда стоит, смотрит на ракету на стартовой площадке и понимает, что, может быть, на следующий день он станет первым человеком, полетевшим в космос. Волновался, нет? Да, конечно же, волновался. Вот представьте, он отправляет его непонятно куда, и непонятно, вернется он или нет, потому что это был первый опыт такой в истории человечества. А как мы можем проверить, волнуется человек или нет? Давление. Да, можно по давлению посмотреть, а можно посчитать пульс. Если говорить про простое исследование, то мы можем хоть прямо сейчас с вами вот так на руке посчитать эти пульс. Можем вот здесь вот на шее, можно вот здесь около сердца посчитать. А если говорить про профессиональные исследования, в больнице, например, то делают ЭКГ, электрокардиограмму. Я думаю, вам ее тоже делали, когда надевают такие прищепки на руки, присоски, вот, и специальный аппарат печатает кардиограмму, как бьется ваше сердце. Вот она примерно вот так вот выглядит. И это кардиограмма Гагарина, сделанная за несколько часов до старта. То есть здесь мы можем посмотреть, как билось сердце первого космонавта. Как говорила врач, которая делала ему как раз таки ЭКГ за несколько часов до старта, он в тот день был довольно молчалив, практически ничего не говорил и изредка напевал куплеты популярных тогда песен. Я думаю, он волновался, но старался этого не показывать, потому что любое отклонение, там, температура поднимется, живот заболит, и его могли отстранить от полета. Не зря же говорят, здоровье должно быть как у космонавта. Ну что, идем дальше? Вот мы с вами сейчас поговорили про первого космонавта нашей планеты, Юрия Гагарина. А вы знаете, кто стал первым человеком, который вышел в открытый космос? Да, Алексей, про него тоже поговорим. Гагарин весь полет находился внутри космического корабля. Он никуда у нас не выходил. А Леонов стал первым человеком, который из космического корабля вышел в открытое пространство. Вот почувствовал эту невесомость полностью. И вышел в открытый космос он не в обычной одежде, а в специальном костюме, который называется скафандр. Да, вот мы сейчас с вами на него смотрим, на технический макет. Ну, попрыгать в космосе не получится, но попереворачиваться, полетать можно, да. Как вы думаете, зачем нам вообще скафандр нужен? Чтобы мы там дышали, у нас там... Да, правильно. Во-первых, чтобы мы могли дышать. Кстати, вот ты про баллончик сказал правильно. Вот смотрите, у него на спине железный рюкзак вот такой большой. Тут находится баллон с кислородом, через который как раз-таки космонавт может дышать. Вот, видите, подсоединяется через специальные шланги. Вот, давайте опять его спереди обойдем, посмотрим. А давайте вопрос на засыпку. У нас в космосе холодно или жарко? А вот на самом деле и холодно, и жарко. Сейчас объясню почему. Да, правильно, там нет воздуха, и поэтому там нет постоянной температуры, как у нас с вами. Мы сейчас выйдем на улицу, у нас там минус 20 будет практически весь день. Солнышко спрячется, станет еще холоднее, потому что солнце уже воздух нагревать никак не будет. И то же самое в космосе. В космосе у нас воздуха вообще нет, и нам там даже нагревать нечего. Но температура там меняется. Сейчас объясню как. Вот вышли мы в открытый космос, и на нас светит солнце на скафандре. Температура этого скафандра может нагреться до плюс 100 градусов. А если мы залетели в тень Земли, и солнце на нас не светит, то температура, наоборот, опускается до минус 100 градусов. То есть в космосе не просто холодно или жарко, а там большие перепады температур. Это значит, что нам в одну секунду жарко, а в другую секунду холодно. Да, и такие перепады происходят довольно часто. Поэтому этот скафандр нас защищает от таких вот перепадов температуры. А что там у Леонова было, когда у него сдулся скафандр? Там у него из-за разницы давлений внутри скафандра и снаружи, его скафандр надулся. Вот. Да, надулся. Ему из-за этого пришлось чуть-чуть спускать давление, чтобы влезть внутрь шлюзовой камеры. Про А он мог обратно вернуться на корабль, получается, да? Да. Вот. Смотрите, этот скафандр, кстати, неспроста сделали белого цвета. Смотрите, этот скафандр белый, а вот этот скафандр оранжевый. Как вы думаете, почему? Зачем его белым сделали? На самом деле, кстати, солнышком нашим связано. Может быть, вам где-то про это даже рассказывали. Физику на сайте очень знаю, что белое отражает. Да, смотрите, белый цвет отражает солнечный свет, а черный цвет, наоборот, поглощает. Слышали про это? Что черный цвет быстро нагревается?
Вот. И представьте, если бы мы космонавтов в черном скафандре отправили в черный космос. А еще тогда телевидение почти везде черно-белое было. И представьте, в черном скафандре, черный космос, по черно-белому телевизору бы показывали, кто им сказал, какой выход в открытый космос. Мы ничего не видим, тут все черное, ничего не видно. Вот. И, как вы уже правильно сказали, белый цвет у нас отражает солнечный свет. И это еще одна причина, почему вот таким сделали, помимо того, чтобы было видно. Теперь... Давайте вам дам под... Вот только не впереди, а сзади. Да, правильно, молодец. Так же, как на машине. На машине у нас есть зеркала заднего вида. Мы в них смотрим и видим, что находится за машиной. Потому что мы не можем развернуть машину и посмотреть, что там. То же самое здесь. У нас вот этот шлем в скафандре не крутится. И как бы мы головой там внутри не вертели, мы будем видеть только шлем сам. Это как вам... вот сейчас расскажу. И смотрите, шлем это не вертится, поэтому мы видим только то, что перед ним. И подумаем, что быстрее, вот так посмотреть на руку, увидеть, что сзади, или в космосе, невесомости, где мы ножками вот так не можем пройтись и разворачиваться и смотреть, что за нами находится. Ну смотри, это будет довольно проблематично, потому что для этого нам нужно будет обязательно находиться рядом с космическим кораблем. Если мы просто вот так вот отлетели от корабля и висим в воздухе, в открытом космосе, то нам никакие барахтанья, никакие вот прыжки нам не помогут. Мы будем так и висеть в воздухе. И обратно к кораблю сможем вернуться только по страховочному фалу, руками подтянуться. Вот. Поэтому сделали зеркало на руке. Гораздо быстрее на руку посмотреть, чем пытаться как-то в этой невесомости барахтаться, разворачиваться и смотреть, что находится за ним. Да? Вот. И как я уже упоминала, в открытый космос он вышел через шлюзовую камеру. Сейчас мы с вами про нее поговорим. Маленький На восток. А чем он отличается? Да, вот эта большая оранжевая труба, которая называется шлюзовая. Ну, не совсем. Она называется шлюзовая камера. Она нужна космонавтам для выхода в открытый космос. Сейчас объясню, как она у нас работает. И кстати, смотрите, у нас в корабле Гагарина сколько кресел вы увидели? Одно, да. На корабле «Восток» мог прилететь только один человек. А на новом корабле, вот этот «Восход», уже 3 человека могло помещаться без скафандра и 2 человека в скафандрах. Вот. Объясняю, как она работает. Решили мы с вами выйти в открытый космос. В первую очередь мы всегда надеваем скафандр. Без скафандра, как мы уже с вами поняли, в открытом космосе нам делать нечего. Вот. После этого эти баллоны, видите, здесь находятся, и вот здесь вот тоже. Эти баллоны накачивают вот эту шлюзовую камеру, видите, она тканевая, накачивает его воздухом, и она, как гармошка, раскладывается и растягивается. Вот. И еще мы накачиваем воздухом для того, чтобы давление внутри вот этой камеры, то есть как воздух на стенке давит, было таким же, как вот здесь вот. Если мы этого не сделаем, попозже расскажу, что произойдет. Вот, накачали мы камеру воздуха, открываем внутренний люк, который у нас вот здесь находится, вот с той стороны, и заходим в скафандре в эту шлюзовую камеру. Дальше люк обязательно за собой мы закрываем. У нас оплаченная индивидуальная экскурсия, поэтому как бы хотя бы не мешайте. Смотрите. Дальше мы открываем, зашли в шлюзовую камеру, люк за собой обязательно закрываем, чтобы у нас все, что было внутри космического корабля, там и оставалось. Вот давайте подумаем, если мы просто откроем люк космического корабля в космосе, что у нас произойдет? Просто воздух. Да, просто весь воздух выпустим, и нам будет нечем дышать. Поэтому как раз таки мы люк закрываем за собой. Дальше эти баллоны наоборот откачивают воздух, для того, чтобы давление здесь стало таким же, как в космосе. Вот вы когда-нибудь, вот мама точно знает, ели пюре агуши фрутонини в стеклянных баночках. Вот когда вы открываете эту баночку, она громко хлопает. Слышали когда-нибудь, нет? Вот. И хлопает она так громко из-за того, что внутри банки и снаружи разное давление. И если такая маленькая баночка с пюре так громко хлопает, то как будет хлопать космический корабль, если мы давление не выровняем, представляете? Нам такого не надо, поэтому мы воздух откачиваем. И только тогда открываем внешний люк и совершаем выход в открытый космос. Алексей Архипович Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, провел там всего 12 минут.
Представляете, 12 минут всего он там провел. У нас экскурсия уже больше длится. Но за это время он успел проверить, как себя вообще человек будет чувствовать в невесомости. Сможет ли он какую-то работу там выполнять, сможет ли он, в принципе, там жить. Сфотографировал нашу планету несколько раз и вдохновился на будущие картины. Он же, кстати, художником еще был до того, как космонавтом стал, представляете? Он после своего полета в космос много картин написал. И они, кстати, в нашем музее висят. И после экскурсии, если захотите, сможете подойти посмотреть, какая там красота. Давайте мы с вами... Мы сейчас с вами поговорили про выход в открытый космос. И будем выполнять первое задание. Проверим, насколько хорошо вы запомнили, что мы делаем во время этого выхода в открытый космос. Давайте я вам сейчас дам каждому по карточке. И одну Дима, у себя выйдешь держите. отсюда. Вот так. Смотрите, вот я вам сейчас рассказала, как у нас происходит выход в открытый космос. Теперь вы сами будете восстанавливать этот порядок действий и, скажем так, сами совершите этот выход в открытый космос. Давайте буду так по очереди у вас спрашивать, вот, и будем все вспоминать. Давай, что мы делаем в самом первую очередь, когда решили выйти в открытый космос? Bulldog'dagi mana. Ну нет, не совсем, смотри. Посмотри на все картинки внимательно и подумай, что мы в открытый космос вообще никак выйти не можем. Да, правильно. Сначала мы надеваем скафандр, без него мы никуда выйти не сможем. Надели скафандр, что делаем дальше? Да, вот мы залетаем вот в эту трубу, вот эту картинку следующую. Залетели в трубу. Ага. А дальше что делаем? Да,